Рейра Вилледж, добрый день. На площадке последней игры 1/8 финала вас уже ждут ребята. А можно, Ирина, я вопрос вам сегодня задам? Как на прошлой неделе мой дорогой коллега Виктор Евгеньевич провел игру? Ну, конечно, он волновался, но мне кажется, что справился. Мне тоже так показалось. Виктору Евгеньевичу очень понравилось. А может дать ему еще одну возможность пообщаться с ребятами? Ну, почему бы нет? Добрый день, уважаемые зрители! Я рад приветствовать вас на 5-м сезоне историко-культурного проекта «Тархан». Организаторами нашего конкурса являются Министерство культуры Республики Татарстан совместно с Казанским федеральным университетом. Напомню, что главный приз нашей программы – это возможность стать студентом Казанского федерального университета по одному из направлений – истории тюркских народов, либо политика и экономика тюркских народов. И вот здесь сегодня мы становимся участниками 8-й игры 1/8 финала конкурса «Тархан». Итак, я хотел бы пригласить к нам в студию участников сегодняшней программы. Артур Сайфудинов, город Казань. Марк Моисеев, город Набережные Челны. Дамир Сайфудинов, город Набережные Челны. Алиса Хасанова, Кукмарский район. И Владислав Швелев, город Набережные Челны. Здравствуйте, ребят. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну как, волнуетесь? Немного. Напомню, что в следующий этап, в 1/4 финала нашей программы, пройдут только лишь 3 из вас. Те, кто сможет доказать нашим уважаемым жюри, что они имеют самые глубокие, самые веские знания по истории. И я хотел бы представить уважаемых членов нашего сегодняшнего жюри. Ленар Фергатович Абзалов, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Татарстана Казанского федерального университета. Айрат Халитович Тухватуллин, кандидат исторических наук, доцент кафедры исторического и обществоведческого образования. И Айрат Зигангирович Загидуллин, заведующий отделом рукописей и редких книг Национальной библиотеки Республики Татарстан. 2026 год объявлен годом единства народов России. И для нашей программы, для нашего проекта это имеет особое значение. Для начала я бы хотел предложить, чтобы мы чуть-чуть поближе познакомились. Артур, а скажи, как ты думаешь, а для чего нужна история? Без знания прошлого нельзя строить будущее. Спасибо тебе большое. Спасибо. Марк, здравствуй. Здравствуйте. Скажи, пожалуйста, Марк, а ты знаешь историю? Я только недавно начал изучать историю и пришел сюда, чтобы пополнить свои знания и проверить, которые уже есть. Спасибо. Так, Дамир, скажи, а как ты находишь время на все? И на учебу, и на то, чтобы заниматься спортом, и еще и историей увлекаться? Я стараюсь убирать не такие важные моменты и ставить в приоритет более важные вещи. Получается? Получается. Молодец. Замечательно. Так, Алиса, у нас сегодня единственная девушка среди наших участников. Подскажи, пожалуйста, ты любишь читать? Да. А что-нибудь по истории ты читала? Да, мне нравится читать и узнавать больше о прошлом своей страны и народа. Замечательно. Спасибо тебе большое. Ну что ж, и Владислав, а кто твой любимый герой, исторический персонаж? Ну, последнее время моим любимым историческим персонажем, потому что он в том числе принимал участие и в истории нашего края. Ну, у меня их 2, это Степан Разин и Емельян Пугачев. Ого, ничего себе, замечательно. Тема нашей сегодняшней игры – это Казанский край во второй половине 16-го, начале 20 веков. Мы будем задавать вам вопросы, а на планшетах, которые перед вами, у каждого из вас будет 4 варианта ответа. Все готовы? Да. Замечательно. Первый вопрос. Какой из городов Поволжья оставался верным правительству Василия Шуйского в конце 1606 года? Астрахань, Курмыш, Казань и Арзамас. Алиса, ты ответила первый.
Я выбрала вариант ответа Астрахань, потому что считаю, что в Казани были недовольны правительством Василия Шуйского, а Астрахань находилась дальше от Казани, поэтому, возможно, там у них было другое мнение. Спасибо. Владислав, а ты что выбрал? Я выбрал третий вариант. Честно, я очень плохо это все помню. Ну не волнуйся. Самое время, чтобы собраться, не нервничать и узнать, какой же ответ был правильным. Городом Поволжья, который оставался верным правительству Василия Шуйского, был город Казань. У нас правильно ответил Владислав, и он получает 3 плюс 1 дополнительный балл за то, что он первым правильно ответил на этот вопрос. Итак, второй вопрос. Какая из представленных ниже крепостей была воздвигнута в 50-е годы XVI века? Мамадыш, Царево-Кокшайск, Лаишево и Уржум. Угу. Артур, скажи, пожалуйста, какой вариант выбрал ты? Царево-Кокшайск. Как сейчас называется этот город? Если я не ошибаюсь, это Йошкар-Оле. Совершенно верно. А почему ты считаешь, что именно Царево-Кокшайск? Я считаю, что как раз-таки эти территории после захвата Казанского ханства Иваном Грозным начали осваиваться. И поскольку земли марийцев как раз-таки входили в состав Казанского ханства, то их сегодняшняя столица как раз-таки могла быть основана при Иване Грозном. Хорошо. Марк, а скажи, пожалуйста, какой вариант ответа выбрал ты? Я выбрал тоже второй вариант ответа, Царево-Кокшайск. В связи с 16 веком, я думаю, именно тогда Йошкар-Оле была воздвигнута. Вот я хочу спросить у участников, вы были в городе Йошкар-Оле, в центральной Да. части? Кому там стоит памятник? На набережной памятник стоит одному из царей, Борису Годунову. Федору Иоанновичу. Соответственно, Царево-Кокшайск был построен, основан при Федоре Иоанновиче. Соответственно, верный ответ здесь Лаишево. Спасибо. Непростой был вопрос. Прямо скажем, никто из наших участников не смог справиться с этим вопросом. Но ничего страшного. Переходим к третьему вопросу. В годы правления какой российской самодержицы был основан Сиитов Посад? Екатерина I, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна и Екатерина II. Так, какая у нас сегодня интересная программа получается. Дамир, какой вариант выбрал ты? Я выбрал 4-й вариант. А почему ты считаешь, что это была Екатерина II? Методом исключения выбирал. То есть ни один другой правительница не подходит, по твоему мнению? Склоняюсь ближе к этому, да. Так, Алиса, Я выбрала первый вариант ответа, но ответ на этот вопрос я не помню, поэтому решила проверить интуицию. интуицию. Сейчас мы тоже проверим твою интуицию. Здесь у нас Алиса немного ошибается, потому что вот освоение казахских степей, да, среднеазиатского региона, это уже более позднее явление. Правильный ответ здесь у нас императрица Елизавета Петровна. Основание Сиитового посада относится к 1744 году. Спасибо. Ребята, соберитесь, мы переходим далее к следующему вопросу. В каком году в Казани был основан пумповый завод? В 1714 году, 1718 году, 1719 году и 1722 году. Спасибо. Артур, какой вариант ответа выбрал ты? 1718 год. Связывал это с политикой Петра I. Пыталась предположить, что производил завод. Владислав, какой вариант выбрал ты? Я выбрал третий вариант. Но тут не помогла чисто вот интуиция. Ну, в данном случае интуиция помогла Владиславу. Он оказался прав. Это 1719 год, после основания Адмиралтейства. Спасибо большое. Победителем в этом конкурсе стал Владислав. Поздравляем. Ну что ж, ребят, мы переходим к пятому заключительному вопросу этого этапа. Кто из представленных деятелей был одним из основоположников отечественной, то бишь нашей российской, офтальмологии? Владимир Михайлович Бехтерев, Емельян Валентиевич Адамюк, Николай Осипович Ковалевский, Петр Францевич Лесгафт. Дамир, скажи, пожалуйста, какой вариант ответа выбрал ты? Честно, не знаю, полностью интуитивно выбирал. А какой ты выбрал? 4-й вариант ответа. Петр Францевич Лесгафт. Алиса, как ты выбрала? Кто это был? Первый вариант ответа, потому что, когда читала книгу при подготовке к этому конкурсу, видела фамилию Бехтерева, связанную с медициной, и решила, что это он. Все верно. Бехтерев выдающимся медиком, ученым является. Ну а
Имел ли он отношение к офтальмологии, мы сейчас и узнаем у наших экспертов. Здесь у нас представлены имена известных казанских медиков-ученых. Правильный ответ здесь Емельян Валентинович Адамюк, который является одним из основоположников отечественной офтальмологии. Польский профессор Казанского университета, который действительно основал нашу российскую офтальмологию, стал одним из основателей российской офтальмологии. Большое спасибо. Я хочу объявить результаты первого тура нашей сегодняшней программы. Артур набрал 0 баллов, Марк 0 баллов, Дамир 0 баллов, Алиса 0 баллов, Владислав набрал целых 8 баллов. Итак, переходим ко второму туру нашей сегодняшней программы. Во втором туре у нас будет 4 категории вопросов. История, политика, культура и география. Причем в каждой из этих категорий будут вопросы 3 уровней сложности. Соответственно, за 5, 7 и 9 баллов. Все понятно, ребят? Да. Право первого выбора вопроса у нас по результатам первого тура получает Владислав. История за 5. Как в источниках и в историографии называют народные выступления против царской власти, произошедшие в 70-е и 80-е годы XVI века? И первым у нас стал Артур. Ну, я считаю, во-первых, это принято называть бунтажным веком, поскольку 17 век – это век восстаний на Руси. Он начался еще во времена Смуты, там были восстания Болотникова. Самый крупный бунт 17 века – это восстание Степана Разина, а также Соловецкое восстание. Как раз таки они происходили в 70-80-е годы 16 века. Ребят, а может быть у кого-то другие есть варианты ответов? Владислав? Ну, у меня следующий вариант ответа. В связи с тем, что это 16 век, то есть 1500 какие-то годы, и именно в это время происходят в нашем крае такие восстания, как Черемисские войны. Сразу же скажу, что Владислав был прав. Несмотря на то, что Артур дал достаточно подробные комментарии, он немного ошибся. Да? Все-таки, если речь идет о бунтажном веке, это все-таки 17 столетие. Да? В связи с тем, что в этих восстаниях самое активное участие приняли черемисы, поэтому их называют черемисскими войнами. А кто подразумевается под черемисами, ребята? Марийцы. Марийцы. Да. Совершенно верно. Большое спасибо. И по результатам первого вопроса Владислав получает у нас 5 баллов. Владислав, какой вопрос будет следующим? Политика за 5. В период какой революции произошло Цильнинское выступление крестьян, в ходе подавления которого пострадало более 200 человек? Так, Артур. Я считаю, что это, скорее всего, Великая Октябрьская революция, потому что как раз-таки в этот сложный для нашей страны период, 1917 год, между собой сражались не только красные и белые, но также была и другая группировка, зеленые, то есть представители крестьян. Я могу предположить, что как раз-таки Цильнинское выступление крестьян является одним из восстаний как раз-таки зеленых. Ну, к великому сожалению, ребята не смогли дать правильного ответа. Здесь речь идет о первой русской революции, когда происходили крестьянские волнения. Зачастую камнем преткновения был земельный вопрос, и именно поэтому произошло вот Цильнинское восстание в Буинском уезде Симбирской губернии. Спасибо. Ну что ж, мы двигаемся дальше. Право выбора вопроса опять же сохраняется за Владиславом. Владислав, выбирай. История за 7. Укажите имя татарского просветителя, который с 18 лет начал преподавать восточную каллиграфию в Императорском Казанском университете. Отлично. Алиса? Возможно, это был Симонов, который в это время учился в Казанском государственном университете. В то время Работал в Императорском университете Да. еще. Алиса говорит о Симонове, но обратите внимание на вопрос. Речь идет о каллиграфии.
Так. Я давай. могу предположить, что это Каюм Нацари, потому что он действительно занимался просвещением, он популяризировал татарскую культуру. Ну, Артур молодец, его заслушаешься, да, но, к великому сожалению, правильный ответ здесь Мухаммадгалей Махмудов. Спасибо. Так, Владислав, ну ты чувствуешь, что вся ответственность за сегодняшнюю игру, во всяком случае во втором туре, точно в твоих руках. Культура за 5. На каком языке обычно велась дипломатическая переписка русских царей с главами Ирана, Индии и государств Средней Азии в XVI-XVII веках? Скорее всего, это фарси, потому что Почему ты так думаешь? Иран — это Персия, это один из главных языков Персии. Хорошо. Алиса, твой вариант? Я думаю, что это арабский язык, потому что среди татар в целом в Средней Азии арабский язык из-за религии был распространен, и они его хорошо знали, поэтому думаю, что это арабский язык. Вот дипломатическим языком для русского государства со странами Востока был татарский язык. В Москве в посольском приказе были специалисты, да, переводчики, а в первую очередь татары, да, служилые люди, которые писали письма на татарском языке, и этот язык был доступен для государств Средней Азии, он был доступен в Иране и Индии. Большое спасибо. К сожалению, у нас опять от наших участников не было правильного ответа. Давайте мы попробуем, чтобы следующий вопрос с легкой женской руки у нас выбрала Алиса. Культура 7. Укажите имя одного из первых профессиональных татарских исполнителей, в репертуар которого входили народные песни. Песни собственного сочинения на стихи Тукая, на стихи Думави и других авторов. Владислав. Может быть, это Камиль Мутыги? Уважаемые эксперты, что вы скажете? Ну, мы скажем, что Владислав опять прав. Это действительно Камиль Мутыгулович Тухватуллин. Большое спасибо. Наш второй этап нашего сегодняшнего конкурса закончен. Неоднозначные результаты, прямо скажем. Итак, Артур 0 баллов, Марк 0 баллов, Дамир 0 баллов, Алиса, к сожалению, 0 баллов и Владислав 20 баллов. Мы переходим к третьему туру. Напоминаю, что мы находимся в стенах Национальной библиотеки Республики Татарстан. В третьем туре каждый из вас будет читать произведения классиков нашей литературы. У нас здесь представлены книги Тукая, Джалиля и Амирхана. Причем книги, их произведения как на русском языке, так и на татарском языке. Вам нужно будет выбрать автора, которого вы зачитаете. Ну, а наши уважаемые эксперты назовут номер страницы, которую вам нужно будет озвучить. Итак, Артур. Муса Джалиль на русском языке. Так, Артур, 130-я страница. Слава! Разбив проклятых гитлеровцев, мы деревню на горе освободили, огнем победы посреди зимы мы жители ее воспламенили. И вся деревня радостью кипит, дымки над каждой крышей забелели. Одна старуха древняя навзрыд заплакала, припав к моей шинели. Спасибо большое, Артур. Марк, чье произведение ты хотел бы нам зачитать? Габдулла Тукай на русском языке. Назовите, пожалуйста, номер страницы для Марка. 42-я. Пусть умру, народ запомнит имя скромное мое. В этом цель моя, такое буду счастлив я судьбой. О любви к тебе писал я, и за то, народ родной, будешь звать меня ты другом, верю в это всей душой. Спасибо. Итак, Дамир. Я выберу тоже Габдуллу Тукая на русском языке. 70-я страница. Театр и зрелище, и школа для народа. Будить сердца людей, вот в чем его природа. На путь не
праведный, он не дает свернуть. Он к свету нас ведет, открыв нам правый путь. Волнуя и смеша, он заставляет снова обдумать прошлое и смысл пережитого. На сцене, увидав правдивый облик свой, смеяться будешь ты или плакать над собой. Замечательно. Так, Алиса, Муса Джалиль на русском. уважаемые эксперты, номер страницы, пожалуйста. Алиса, страница 160. Он их бил, не отступил, только утром ранен был. Кровь из раны заструилась, я в крови его умылась. Он ушел, его здесь нет, ни одной встречать рассвет. И теперь по нем горюя, как чулпан звезда горю я. Спасибо. Спасибо, Алиса. Ну и, Владислав, кого выберешь ты? Габдулла Тукай на русском языке. Ну пусть будет 74-я страница. 74-я страница. Не страшимся мы вражьего злобного воя, как в Рустаме живет в нас отвага героя. У поэта бывает и горе, и грусть, он как море, а море не знает покоя. От добра, как воск, размягчаюсь и таю, и, хваля справедливость, я мед источаю. Но увижу недоброе дело, бронюсь, ух, и злюсь я, как только я подлость встречаю. Спасибо. Уважаемые эксперты, теперь мы хотели бы услышать ваше мнение. Оцените, пожалуйста, по 5-бальной шкале каждого из наших участников. Первым у нас был Артур. Уважаемые эксперты, прошу вас показать те баллы, которые вы ему ставите. 5, 4, 4. Спасибо. Вторым у нас выступал Марк. 5, 5, 5. Очень хорошо. Затем у нас выступал Дамир. 3, 4, 4. Спасибо. Движемся, идем дальше. Алиса. 4, 4, 5. Спасибо. Ну и завершал наш сегодняшний конкурс Владислав. 4, 5, 4. Большое спасибо. У нас завершился 3-й этап нашего конкурса. Уважаемые эксперты, 2 участника получили у нас одинаковое количество баллов. Артур и Алиса. Для того, чтобы решить дальнейшую вашу судьбу, мы зададим вам дополнительный вопрос. Алиса, ты готова? Да. Артур, ты готов? Да. Внимание, вопрос. В каком городе располагалось Оренбургское Магометанское духовное собрание? Артур? Возможно, это Уфа? Артур дал правильный Артур ответ. дал правильный ответ. Я хотел бы озвучить результаты сегодняшней игры. Дамир, 11 баллов. Алиса, 13 баллов. К сожалению, не всем удалось пройти в следующий тур. Мы вручаем памятные подарки от Министерства культуры Республики Татарстан. Артур, 14 баллов. Марк, 15 баллов. Владислав, 33 балла. 3 участника, с которыми мы встретимся уже в 1/4 финала. И каждый из вас получает нашу деревянную пайдзу, наш пропуск в следующий тур. Я хотел бы поблагодарить наших зрителей, всех ценителей нашей истории. Это была заключительная игра 1/8 финала историко-культурного конкурса «Тархан». Встретимся с вами в 1/4 финала. Я хочу передать свою награду единственной девушке, у которой очень много знаний, больше знаний, чем у меня, если буду честен. И я считаю, что она заслуживает пройти на следующий этап.